Слово предоставляется исполняющему обязанности президента, премьер-министру Киргизской республики Садыру Жапарову. Пожалуйста, господин Жапаров. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы делегаций, позвольте всех поприветствовать и выразить слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за организацию саммита ШОС в режиме видеоконференции. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, в текущем году под председательством российской стороны в рамках ШОС проделана большая работа. Об этом свидетельствует солидный перечень документов, который будет сегодня принят. Уважаемые участники заседания, в октябре текущего года в Кыргызстане произошли известные вам события, связанные с недовольством общественности итогами парламентских выборов. В результате народных требований бывший президент Кыргызской республики принял решение добровольно уйти в отставку. Парламент принял его отставку, и моим указом ему присвоен статус экс-президента, предоставлены все права и привилегии, предусмотренные законодательством Кыргызской республики. Передача власти в Кыргызской республике состоялась мирно и в строгом соответствии с действующим законодательством страны. В настоящее время ситуация в Кыргызстане стабильная, все ветви государственной власти легитимны, а исполнительные органы власти продолжают работать в штатном режиме. Кыргызская сторона выражает благодарность государствам-членам ШОС за поддержку в те непростые для страны и народа дни. В качестве исполняющего обязанности президента в дальнейшем буду прилагать максимальные усилия для решения задач по укреплению стабильности в обществе и обеспечению социально-экономического развития страны. Борьба с коронавирусом и его последствиями, защита прав, интересов и обеспечение безопасности иностранных граждан, находящихся на территории Кыргызстана, являются также нашими первостепенными задачами. На 10 января 2021 года назначены выборы президента Кыргызской республики. Проведение честных и конкурентных выборов нового президента – это залог дальнейшей стабильности в стране. И для этого у нас есть твердая политическая воля. Хотел бы особо отметить, что наша страна остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений. Участие Кыргызстана в ШОС является одним из приоритетов во внешней политике государства. Уважаемые главы государств, к большому сожалению, эпидемия коронавируса все еще продолжает распространяться в мире. Наблюдается рост заболевания и смертности во многих странах. Вместе с тем, пандемия показала эффективность деятельности нашей организации. Государства, члены ШОС, продемонстрировали солидарность и взаимную поддержку в борьбе с этой глобальной угрозой. Нам нужно продолжать обмен эпидемиологическим и организационным опытом и поддерживать деятельность механизмов ШОС в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, работа которых была активизирована в острый период пандемии коронавируса. Пользуясь случаем, поздравляю Российскую Федерацию с регистрацией первой в мире вакцины и надеемся, что она внесет большой вклад в победу над вирусом. Выражаю благодарность руководству России и вам лично, уважаемый Владимир Владимирович, за своевременную и регулярную помощь Кыргызстану для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кыргызская республика всегда будет надежным партнером Российской Федерации по вопросам евразийской интеграции. Мы будем последовательно продолжать курс на развитие наших межгосударственных
государственных, экономических и культурных связей. Между нашими странами ряд актуальных вопросов по нашему сотрудничеству. Я хотел бы попросить вас о возможности обсудить их в телефонном разговоре. Хотел бы отметить значительный вклад Китайской Народной Республики в борьбу с коронавирусом путем оказания гуманитарной, технической и медицинской помощи многим странам мира. Мы признательны Китаю за существенную помощь в борьбе с инфекцией, как по линии двустороннего сотрудничества, так и по линии многостороннего взаимодействия. Мы также благодарны руководству государств-членов и наблюдателей ШОС Узбекистана, Казахстана, Индии и Ирана за оказанную гуманитарную и медицинскую помощь. Мы высоко ценим оказанную нам поддержку. Уважаемые участники заседания, по нашему мнению, весьма важной задачей сейчас видится преодоление социально-экономических последствий пандемии и эффективное использование всего потенциала ШОС. В этой связи нужно сосредоточиться на усилении сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе развитии цифровой экономики, совместной реализации крупных экономических проектов. Пандемия показала важность развития транспортно-логистической инфраструктуры в масштабах региона. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан в перспективе соединит наш регион с государствами Ближнего Востока и Европы и будут способствовать росту взаимной торговли. Считаем также важным разработать конкретные меры по практической реализации соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. В целях обеспечения финансирования экономических проектов необходимо активизировать работу по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС. Хотел бы подчеркнуть, что в рамках ШОС создана солидная нормативно-правовая база для сотрудничества по всем ключевым сферам взаимодействия, но, тем не менее, конкретных результатов пока еще немного, особенно в торгово-экономической сфере. Данное обстоятельство предопределяет целесообразность создания финансовой почвы. В этой связи по линии Министерства финансов необходимо активизировать работу с тем, чтобы к 20-летию ШОС можно было принять конкретные решения. Наряду с укреплением мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом, повышенное внимание также нужно уделять вопросам информационной безопасности и безопасности критически важной инфраструктуры. В этом плане необходимо реализовать имеющийся потенциал региональной антитеррористической структуры ШОС, а также эффективно использовать партнерские связи ШОС с международными и региональными профильными организациями. Исходя из актуальности проблем, связанных с организованной преступностью, коррупцией и экономическими преступлениями, кыргызская сторона предлагает создать механизм в виде совещания руководителей органов государств-членов ШОС по борьбе с экономическими преступлениями. Кыргызская сторона также придает важное значение культурно-гуманитарному сотрудничеству в рамках ШОС. Пользуясь случаем, выражаю благодарность сторонам за поддержку инициативы кыргызской стороны по созданию культурно-интеграционного центра стран ШОС. Уверен, что работа будет способствовать углублению взаимопонимания и развитию культурных гуманитарных связей на пространстве нашей организации. В текущее непростое в мире время нашим народам нужны объединяющие факторы. В этой связи мы всемирно поддерживаем популяризацию принципов шанхайского духа в международных отношениях. Считаем важным продвижение созидательных инициатив сообщества единой судьбы человечества, один пояс, один путь, большое евразийское партнерство. Они нацелены на совместное развитие и взаимовыгодное сотрудничество. Уважаемые участники заседания,
В следующем году наша организация отметит свое 20-летие. Эта дата важна с точки зрения анализа и осмысления роли ШОС в системе международных отношений, а также ее роли в развитии нашего региона в целом. Это будет полезным для определения мер по эффективной реализации совокупного политического и торгово-экономического потенциала ШОС. При эффективной консолидации усилий влияние ШОС в мире и регионе может только расти и повышаться. В этой связи обращаю внимание на важность развития аналитической составляющей деятельности ШОС и определения стратегических задач на ближайшую перспективу с учетом текущих тенденций развития в мире. Надеюсь, что принимаемый сегодня план действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года будет способствовать углублению многопланового сотрудничества и укреплению внутренней конструкции ШОС. Уважаемые главы государств, в заключение хотел бы выразить признательность российской стороне за успешную организацию сегодняшнего заседания. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что таджикская сторона в качестве следующей председательствующей страны в ШОС может рассчитывать на всемирное содействие кыргызской стороны. Также, пользуясь приятной возможностью, хотел бы поздравить уважаемого Эмомали Шариповича с избранием на пост президента Республики Таджикистан и пожелать стабильности и процветания братскому народу Таджикистана под вашим руководством. Надеюсь, мы успешно избавимся от проблем с коронавирусом и под председательством Таджикистана укрепим сотрудничество в сфере экономики, торговли и инвестиций. Выражаю надежду, что сотрудничество наших стран будет результативным и будет способствовать повышению уровня жизни наших народов. Благодарю за внимание. Уважаемые исполняющие обязанности президента, премьер-министр Кыргызстана, спасибо большое за ваше выступление. Я отметил, что ситуация, как вы сказали, в Кыргызстане стабильная. Это действительно то, чего в последние годы Кыргызстану не хватало. Но нам хорошо известно, что без стабильной ситуации в политике невозможно решать ни одну задачу в сфере экономики и в социальной сфере. Поэтому мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики Кыргызстана. Из содержательных вещей, связанных с сотрудничеством в сфере взаимодействия по развитию как раз экономической сферы, отметил бы ваше замечание по поводу необходимости уделить больше внимания инфраструктуре. У нас конкретные есть проекты и между Кыргызстаном, Россией, Китайской Народной Республикой. Я надеюсь, что та преемственность политики, о которой вы сказали, она будет реализована на практике. Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы вас поддержать, и особенно в вашем стремлении действовать именно таким образом. Что касается объединения усилий в борьбе с экономическими преступлениями, тоже считаю это очень важным, поскольку в условиях интеграции, транзакций, современные способы обмена информацией, перевода денежных средств и стартапы и так далее, все это часто очень находится в зоне риска, и поэтому объединять усилия по этому направлению тоже чрезвычайно важно. Я для себя это пометил. Безусловно, мы обсудим это с вами в ближайшее время в телефонном разговоре. Благодарю вас за ваше выступление.